квітней марихуаны краіна Беларусь. Ты стал залежным от опиоидов? Да, я за легализацию. До легализации еще лет 10 пройдет. А на дожинках да, бы вот так стояли со снопами конопли. Снизилась эта кривая преступность, начали пустеть тюрьмы. Прокуроры ездят за коровами, смотрят. Да, говорю, я сотрудничал с КГБ. Там работали, ну, прям очень крутые специалисты. Я был просто в восторге. Врачи просто торговали эфедрином, как картошкой. В этом проблема всей Беларуси. Просто у компании что передавали по коле, я думал, ну, ты что? Полил, оказалось, что-то дивное. Видно, как мозг плавится. И они все курят косяки. Дети у Беларуси позбавлены такой махчимости. Они всю жизнь сидят по 18 лет. Разговор-то идет о легализации. Вырезать каленым железом, жестоко наказать и все остальное прекратить. А вся Голландия хоть курит, то есть... Всех жесточайше сажать на огромные сроки, чтобы вообще не вышли. И веганские гаспачо. Сильнейший аппарат и психотропного воздействия, он становится опасным для общества. То есть, ну, а что нам разбираться? В 2016 году президент Филиппин Родриго Дутерте решил объявить войну наркотикам. И он начал делать это самыми жесткими мерами. Все тюрьмы оказались переполнены, тысячи людей погибали прямо на улицах. Результатом борьбы стал только тяжелейшие последствия политические и социальные для страны. Никаких результатов президент Филиппин не добился. В 2001 году Португалия решила бороться с наркотиками. Туда тоже были направлены огромные поставки. Но решили они бороться совершенно другими методами. Разъяснительной работой, профилактикой и декриминализацией потребления легких наркотиков. Итог совершенно противоположный. Количество уголовных дел снизилось, криминал снизился, количество смертей снизилось в 3 раза. Антинаркотическая политика Беларуси такая же, на мой взгляд, глупая и жесткая, как и на Филиппинах, и поэтому она не приводит ни к какому результату. Дисклеймер. Наркотики – зло. Категорически не рекомендую их принимать. Наркотическая зависимость – одна из самых сложных зависимостей, существующих на этой планете. Запомнили? Запомните. Вместо этого вы можете есть черешню. Она тоже вызывает привыкание, но в отличие от наркотиков она не такая вредная, а даже где-то полезная, да и вкусная. Сегодня мы готовим гаспачо. Это один из самых простых супов, которые вы можете приготовить. Более того, летом это просто суп незаменимый. Когда жарко и вы не хотите есть горячее, этот суп вам просто идеально подойдет. Для этого нужны помидоры, огурцы, болгарский перец, базилик, лук-шалот, чеснок, оливковое масло и винный уксус. Ну, соль, перец. Собственно говоря, все. Но у нас должен быть миксер, точнее сказать блендер, в который мы и забросим наши продукты. Но предварительно, когда мы будем разбирать помидоры, мы отсюда достанем семечки и выложим их в отдельную емкость. Для того, чтобы использовать это потом в качестве как бы гарнира. Да? Это просто совсем несложно. Дальше мы режем на небольшие части помидоры и забрасываем их в блендер. Это наши огурцы. Иногда у меня вот эти огурцы вызывают, знаете, такой приступ счастья, как будто это какие-то в детстве были принесены какие-то очень вкусные конфеты. Огурцы мы обязательно для гаспачо чистим, удаляем из них семечки. Не нужно тут особо таким быть маньяком, потому что, ну, что-то останется и останется себе в огурце. Ничего в этом страшного нет. В конце концов, основная компонента состава огурцов – это практически вода. Да. Так, еще остался красный болгарский перец. Его мы тоже делим на части, чтобы блендер с ним справился. Все это мы добавляем сюда, в
конце лук-шалот. И базилик. Вот когда куда бы ни добавлял базилик, мне всегда хочется его сначала понюхать. Это какое-то... это такое лето, такая весна и лето, и такая Италия, и такая одновременно Испания, и такое одновременно наслаждение. Так вот, когда мы все это добавили, еще у нас остался чеснок. Ну, это у меня мелкие зубчики, поэтому их 3. На самом деле, даже одного крупного будет достаточно. Дальше мы закрываем блендер. Часть базилика мы оставим на украшение. Это, как я сказал, семечки пойдут как в качестве гарнира. Добавляем оливковое масло, буквально четверть стакана. И винный уксус. Ну, немного. Чтобы не переусердствовать с кислым уксусом. Он должен добавить кислоту, но не переусердствовать. У вас был секс с белорусом? А с белорусской? А знаете, что их объединяет? То, что они не любят этим заниматься при включенном свете. Так про нас говорят во всех учебниках по геополитике. Поговорим о зажатости белорусов. О том, почему они не решаются снять штаны, предварительно не выключив свет. Лето – это время, когда хочется есть вот эти холодные супы. Огуречные, помидорные и так далее. Холодник, окрошка и так далее. То есть нужно просто как бы позволить себе это, и это не занимает нисколько времени, это очень быстро готовится, поэтому балуйте себя этим, и тогда лето у вас будет насыщено и витаминами, и эмоциями. Семечки и то, что сердцевина помидоров, это такой, мы называем это гарнир, но на самом деле это не гарнир, это такое немножко добавлена просто другая текстура, которая чуть-чуть разнообразит как бы монотонную текстуру супа. Еще мы туда добавим базилик, но сейчас, до того, как мы последний раз включим блендер, нам нужно его суп посолить и поперчить, чтобы мы понимали, что у нас там со вкусом. Соль я использую морскую, она полезна, она хороша на самом деле, и она дает такой немножко другой вкус, который мне очень нравится. Я очень часто использую морскую соль вместо обычной калины. Очень вкусно, но я добавлю еще перца. Я люблю все-таки немножко перченые холодные супы. Да, это очень вкусно. Последняя добавочка. Чуть-чуть еще уксуса. Хоп. И чуть-чуть соли. Ну ладно, ну еще чуть-чуть перца, ну тоже. Свежий перец, это тоже вкусно. И вот, собственно, и все. Теперь мы, получается, просто перемешиваем. И вот теперь я просто переливаю это все в суповницу и отправляю в холодильник, потому что суп должен быть холодный. Это не просто холодный суп. Этот суп должен быть реально холодным. Если говорить о белорусской политике нарушений, правонарушений, борьбы с правонарушениями, то у нас можно за убийство получить, например, 3 года, а за курение марихуаны до 10. За хранение и распространение можно, наверное, мне кажется, что можно вообще всю жизнь сидеть. Так вот, об этом я хочу поговорить с моим первым гостем. Это бывший следователь Следственного комитета Республики Беларусь Андрей Остапович. День. Привет. Здравствуйте. Я тоже. Вот и встретились. Да. Хорошо, что не на обстановка допросе. интересная. Это все с тобой так шутят, да?
Уже нет, уже меньше. Уже меньше, да, уже время проходит. Я уже приготовил, по сути, суп гаспачо сегодня. Такой летний суп томатный. Да на, режь. Да. Вот по сантиметрику нарежь. У меня были определенные отношения я однажды назвал это сотрудничеством, и я увидел, как напряглось все общество. У меня спросили, вы сотрудничали с КГБ? Да, говорю, я сотрудничал с КГБ. И все, он сотрудничал с КГБ. На самом деле, мое сотрудничество, когда я был журналистом, и оно ограничивалось, в общем-то, работой с отделом по борьбе с распространением наркотиков, с КГБ. Там работали, ну, прям очень крутые специалисты. Я был просто в восторге. Это вот они начали первыми ловить, достаточно, наверное. Они начали первыми ловить вот эти огромные партии, там, когда там десятки килограмм наркоты ловились прям на границе, и они... Это была их такая гордость, да, и потом все они из этих органов ушли, собственно говоря, как и ты, потому что они поняли, что все на этом закончилось. То есть закончилась честная работа, закончилась вся эта история, и нужно как-то уже найти себя в чем-то другом. Это какие года? Это 90-е. Это вот когда сменилась власть, и где-то к 2000-му там уже почти никого не было. А потом там уже и в остальных отделах, там где-то, по-моему, все свалили. Тогда я понимал, что идет борьба с наркотиками, с поставками наркотиков. Людей как-то сажают, но все как-то какие-то суды вроде были какие-то адекватные, то есть там давали какие-то 40 и прочее. И вдруг потом начинается какая-то безумная свистопляска. То есть ты такой с косяком поймали, там, 5 лет, блин, там, хранение просто там в кармане нашли сколько-то грамм, блин, там 7 лет. И ты такой, вы что, ребята, с ума сошли? Такого в принципе в Европе не существует. А при этом вся Голландия ходит, курит, то есть, что ты думаешь об этом вообще? На мой взгляд, это где-то началось примерно, может, стартуя с 2007 и чуть дальше, там, 2010 пошло ужесточение. Резкий набор, наверное, начался с того момента, как появились спайсы, так называемые, и там резкое увеличение, то есть смертности пошло именно среди молодежи. Насколько я помню, хотя это мои, скажем так, первые шаги вообще к поступлению только начинались в 10-м, скажем так, и всем остальном. Но уже вот примерно, насколько я помню, поступая, уже начинались эти изменения законодательства, ужесточения. Дифференциация какая-то была. Одно дело крэк, одно дело спайс, а другое дело марихуана. Это же вообще разные истории. В этом проблема всей Беларуси, не только по, наверное, данной категории. Он же у нас специалист, усатый этот во всем. Ему объясняют, что такое спайс, трава. Он думает, трава и все. А то, что там химию насолено, еще чего-нибудь, это маловероятно. И у него же один подход: вырезать каленым железом, жестоко наказать и все остальное прекратить. Слушай, ну ходят слухи, не знаю, нету таких, как это сказать, нет фактов бумажных и так далее, что один из его сыновей сидел на чем-то, и поэтому такая жесткая реакция его папы на наркоту. Честно говоря, не слышал никогда такого. Ты сам понимаешь, что за траву сейчас давать такие сроки — это безумие. Никто ж не спорит. По раскрытию план это не среди следователей. Это всегда среди идет НОНА. То есть у них обязательно идет именно раскрытие. Вообще у следователей нет такого показателя, палки такой, как раскрытие преступления. Это не наша задача. Не ваша наша задача — направление дела в суд. Для нас плохой показатель — оправдательный приговор, возврат на дополнительную проверку прокурором или расследование, если плохо отрасследовано. И все-таки направленные дела в суд усматриваются, но все точно так же идет в подход, зачет и прекращенное уголовное преследование и все остальное, потому что они даже не могут это физически прописать, это будет нарушением закона, такие статистики, потому что написано, что поиск истины, то есть в правах обязанных следователя в Уголовном кодексе написано там, он как должен найти все, скажем так, обстоятельства, доказывающие его вину, и написано или невиновность в том числе. То есть ты работаешь на обе стороны. Окей. От водки убийства, связанных с водкой, дофига. С травой я вообще не знаю, потому что, разве что человек посидит в окно, посмотрит лишний час, да? Ты слышал о преступлениях, которые связаны с потреблением марихуаны? Как таковой именно марихуаны нет.
Но ситуация была в чем? Именно в ключевом, в 2010-х годах, может там, точнее, с 7-х, наверное, там 13-е, пока они не зажали настолько сильно, и действительно людям не стало понятно, что, опасненько этим делом заниматься, и более-менее не дошло. Не было градации. Марихуану ты покупаешь, или же ты покупаешь спайс. То есть там была опасность в том, что поток на рынок пошел таким образом огромным, что все покупали этот спайс как обычную, не настолько понимали, не было понимания такого. И вот именно тогда пошли, особенно в Минске, и, по-моему, в Гродно особый вал был, это вскрытые животы, там, то есть выкинутые из окон, то есть вот именно это была реакция на огромное количество появления спайса и его вот такой широкий это было массы. Безумие. Это было достаточно жестко. И они шли одним пакетом с марихуаной. Да. Прикол в том, что ведь нельзя было разграничить. Да, но те организации, которые борются, допустим, за легализацию, они же оговаривают сразу, что, например, легализация каннабиса. То есть они же не говорят за легализацию спайса. Да? Естественно, здесь то же самое. То есть химически любая трава с химией, она как бы запрещена. Конечно, так это во всем мире так. Когда во всем мире приходишь, то есть но государству белорусскому ему все равно. То есть, что нам разбираться? Это даже не то, что государство, белорусы там плохие или еще что-нибудь. Это подход одного человека. То есть, мы смотрим другую политику. Если у нас прокуроры ездят за коровами, смотрят и проводят в этом, потому что он по телевизору один раз выступил и сказал. А он просто говорит, типа... Сажать, и понеслась. И все, и понеслась. И там по-другому быть не может. А про тех же, если детей вспомним, так давайте посмотрим, где его дети находятся. То есть это силовики руководят всеми силовиками, его дети. Поэтому он по телевизору сказал, и исполнительная машина запустилась. И как уже трактурует этот закон, он сказал, там даже есть эти вырезки, можно посмотреть, ставить, где он всех жесточайше сажать на огромные сроки, чтобы вообще не вышли. Например, алкоголь или никотин, это являются тоже наркотиками. Карвалол и волокордин считаются тоже наркотиками, то есть по европейским канонам. Точно так же, как алкоголь и никотин. То есть, более того, к алкоголю и никотину привыкание быстрее, чем к марихуане. То есть, если я говорю, только я выделяю марихуану отдельно, потому что разговор-то идет о легализации. Да? И получается, что у нас абсурдно водка поощряется, потому что государство с этого зарабатывает. Марихуана нет, потому что не зарабатывает. Хотя на поставках наверняка зарабатывает. Да? И я вот уверен, если бы легализовали марихуану, то мы бы увидели вот эти постеры «Квитней марихуаной, краина Беларусь». То есть, стопудово. Приехал бы на какой-нибудь льняной завод, перестроил бы под пошив одежды. А на дожинках бы вот так стояли со снофами конопли. Это 100%. 100%, я уверен, потому что денежки бы пошли с акцизов. Конечно, и, кстати, нормальные бы деньги пошли. По поводу алкоголя этого всего, это уже как раз-таки моя линейка была, потому что, понятно, передоз и смертельный исход от марихуаны, от любых наркотиков, это все равно в районе 2-3 случая, то есть в районе Минска примерно там встречается в год, в среднем, в каком-то больше, в другом меньше. Если брать отравление этиловым спиртом, алкоголем, то где-то 7-10 в месяц это минимум, то есть именно со смертельным исходом, то есть не брав там все остальное. А в начале именно занимался всеми скоропостижниками, отравлением этилами, всем этим остальным, то есть это уже больше было ко мне, и ты понимаешь, как сотрудник, насколько это увеличивает уровень криминогенной обстановки. Я думаю, что это даже другие люди, да? То есть по своему статусу, по своему положению. Это совсем разные типажи. И, что тут скрывать что-то, по сути, получается, от марихуаны никогда и не было. То есть это всегда от тяжелых наркотиков. Конечно. От этилового спирта, от алкоголя, это уже сплошь и рядом. Здесь разницы никакой нету. Естественно, он не так сильно распространены наркотики, и алкоголь это не взять у нас в сравнении по стране. И здесь нельзя сделать какую-то выборку справедливую смертности или же совершения преступлений под воздействием марихуаны или алкоголя. Потому что алкоголя у нас около 60-70, а может и до 80% преступлений доходит в состояние алкогольного опьянения, а у нас там употребляют, может, это, не знаю, процентов
5-7 марихуан, Да. в общем. И то, мне кажется, это завышенная цифра. Ну, понятно, что это потеря координации в пространстве, да. Весь мир говорит о легализации. У нас был случай, когда каждый в апреле, 20, по-моему, апреля, это 20.04, по-моему, статья по легализации наркотиков в Великобритании. И в этот день к парламенту на площадь, там большая площадь Вестминстерская, собирается человек, по 300, по 500 человек, и они все курят косяки. И мой приятель шел и услышал запах, он думал, сошел с ума, он белорус сам, он приехал туда учиться. И вдруг он слышит невероятный запах, травой-то пахнет везде в Лондоне, так прям это. И он подходит, сидит человек 300 и курят. Он подходит к полицейскому и говорит: ты что? Что за запах? Полицейский на него посмотрел, как на сумасшедшего, говорит: запах марихуаны. Он говорит: а это они все курят? Он говорит: да, они все курят. Он говорит: а почему вы их не арестуете? Он говорит: вы видите, что я здесь один, и вот еще один полицейский. Как мы 300 человек арестуем? Он говорит: ну вы же должны. Он говорит: не должен. Он говорит: а почему? А почему вы не вызовете подмогу, например? Он говорит: потому что мы сразу обнажим для реальных преступлений целые районы города. Поэтому нам, это ежегодная акция, но они не занимаются распространением. И они действительно даже не передают друг другу косяк, да? Потому что они тоже, как демонстранты, понимают, что они делают. Они выступают за легализацию, потребление декриминализировано, распространения еще нет. Поэтому они друг другу не передают. Да? То есть это выражение позиции. Тут важный момент такой. Они понимают. То есть у них это доведено. У нас, я знаю, много случаев, где молодежь попадает вот на этом. И я знаю людей, которые были осуждены вот именно за такого рода передачу, и это посчитали как распространение. Потом уже довели. То есть вот эта начальная стадия, когда было вот это жесточайшее наказание, там 2010, может, 13, даже 15 год примерно, а может и больше. В разных местах по-разному страны, если так брать. Потом уже там пленумы Верховного суда, разъяснение судей, что это не является. То есть в одной компании передачи, и то, как кто где контрактует, и все остальное. Поэтому у нас снизилось как бы чуть-чуть криминогенная цифра по распространению. Чисто из-за этого. А ситуация в чем? Вот если брать именно эту палку, вот этот нон и все остальное, что взять просто с весом, то есть с хранения, а что с распространением, это сразу тебе переходит. Да. Выше статистика, выше там твои премии и все остальное, грубо говоря. Поэтому в этом была огромная проблема, но ее потом усмотрели и дали определенного рода разъяснения. Но оно так по большому счету не сильно-то и сказал. Не сильно дает, но вот это мне показался интересный момент, что вот 300 демонстрантов стоят, и они хорошо знают нормы права. Да, конечно. Но они вышли на самом деле протестовать, они вышли курить. То есть они-то курить могут на лавочке. Да, мы будем кричать, что мы вас всех посадим, 18-20 лет дадим, а разъяснить, что можно, что нельзя, хотя бы чтобы градация между первой частью, там, второй, третьей и далее была, это было сложно сделать. Ну, я, честно говоря, даже вот в Англии я сейчас уже не понимаю, почему они-то тормозят с легализацией, потому что, уже везде, уже ты даже там в Штатах, просто ты уже города, Штаты, все уже, потому что все поняли, что проблема, например, с алкоголем реальная. Это реальная проблема, потому что количество и правонарушений, и по здоровью, и по всему, оно гораздо выше. Но это социально одобряемый наркотик. Тут есть другая, наверное, сложность, как в любой, наверное, легализации, там, оружия и так далее. Как ее правильно сделать, чтобы не сделать хуже? То есть, чтобы распространилось только легкие наркотики, допустим, типа марихуаны, натурпродукта, и не пошло шикование и распространение уже всего остального. Вместе с этим, вот голландцы... и как с этим бороться, и как настроить саму систему, чтобы не пошли коррупционные схемы, не пошло все остальное. То есть ты начинаешь с маленького вопроса, давайте всего лишь один вид наркотического средства, как марихуану, легализуем, а машина на уровне государственной тематики настолько завинчивается, и там столько нужно всего предусмотреть, плюс мы берем и реальную преступность, реальное поставление наркотических средств тяжелых и химических различными родами магазинами, интернет-магазинами, которые просто фактически никогда не задерживаются. Задерживаются мелкие люди,
Я тебе скажу, вот что в Голландии произошло, там ведь вся химия не легализована, то есть это там легализована трава, на самом деле, и все. И вот любопытная история. Они, по-моему, первыми же в Европе легализовали, самыми. И вот получилось, что такая Амстердам стал такая, значит, столица, как чуть не столица наркомании. Да? Там не Португалия, Испания. Португалия, Испания, там была декриминализация, по-моему, первая, а вот легализация, это как бы против химии борются, как и боролись. То есть ты видишь, как даже можно увидеть это арест в городе, как, значит, чувак продавал что-то не то. Да? Потому что это все лежит в магазинах. Дальше любопытная история. Сначала, конечно, снизилась эта кривая преступности, потом начали пустеть тюрьмы, потом сами голландцы начали отрабатывать кампанию общественную, потому что это не... что мы к наркотикам не имеем отношения. То есть, что туристам объяснять, что нет, вы сюда не за этим должны ехать, да, а за тем, что это Голландия. А дальше началась история снижения потребления. Прямо реально вот видно было по кривой, как они начали. И если еще потребляют то туристы в основном, а сами голландцы очень сильно стали отказываться. Я думаю, что это такое пресыщение немножко, и отчасти, это не тот наркотик, к которому привыкают, и поэтому как бы снижение интереса вообще к этому. И вот на самом деле, я думаю, что с белорусами была бы приблизительно та же история, потому что те, кто потребляет алкоголь, они не совсем, это их наркотик. Вряд ли они перейдут, да. Да, это совсем другая. Тут еще ситуация в том, что если, еще раз поднимем вопрос правильной легализации, то есть правильного подхода, это, наверное, даже ошибочно, что на этом государство будет зарабатывать. Даже да, легализовав и все остальное. Оно будет тратить, если правильный подход сделать, чтобы это было все на легальной основе, лицензировано, проверено при производстве и всем остальном, чтобы правильно запущена была система здравоохранения вся и внедрена. И с реальной еще конкретной борьбой на фоне легализации намного легче, на самом деле, будет уничтожить, скажем так, нелегальную поставку, потому что ты клиентуру заберешь. Вырезать методом там ножа вот этого раскаленного, как он говорит, его подход, оно существует, оно нарастает, оно меньше не становится, и схемы поставок становятся все сложнее, 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 и тот уровень подготовки сотрудников любых подразделений, что там КГБ, ГУБОП, там, следствие, он уже недостаточен для того, чтобы бороться с этими IT. И класс сотрудников уже не то. То есть все уже понятно, что там потеря растеряна. Но именно забрать спрос и переключить его на государство, на легальное, и просто сделать невыгодным эти нелегальные поставки. Вопрос ведь не это в том, можно что сделать, что это государственное. Государству все равно нужно тратить деньги на профилактику, на реабилитацию, на поддержание какого-то интереса к другим историям, вместо наркотиков. То есть государству хватает на что тратить. Тут вопрос, что ты получишь налогами, то есть, скорее всего, это должно отходить тоже, как это везде, уходит в частные руки. И на самом деле, если говорить про потребление, про покупку, про клиентуру, то гораздо проще зайти в магазин, как ты заходишь в Лос-Анджелесе в магазин и такой, ничего себе, так красивее, чем в любом супермаркете, все упаковано, специалисты тебе все объяснят, и ты смотришь, а там такие люди на кабриолетах подъезжают, то есть это аудитория совсем другая, а какой смысл покупать это с рук у кого-то, где тебя могут там надурить и прочее, этого нет. И это понятно, но государство, у нас же государство захочет получать все. Не проблема, и можно поэтому было все бы равно сделать полностью коррупция. Государственным. В принципе, на лицензии, на в Голландии это все королевское. Грубо говоря, понятно, та же фармацевтика или все остальное государство возглавляет или там продает и все остальное, не дает конкурентам, но там же нету такого продукта, который опасен для здоровья и жизни, то есть это все проверяется. Пусть даже они пытались бы на этом заработать. Но польза идет в том, что вы точно отрежете тех, кто хочет купить натурпродукт, и ему продают химию. Вы уже уберете, и он от привыкания идет. Вы уберете, скажем так, заберете
основного потребителя у нелегальных, то есть вы ограничите их интерес, то есть им будет уже вести этот бизнес невыгодно на территории страны, и они могут уйти с этого рынка, и то есть ограничить даже так. Немалые деньги идут на содержание тех, кто сидит в тюрьмах, сидят они огромные сроки, по 2000, там, 3000 в год посаженных, а это же садят от 12 там, до 25. Ограничений особо нету, если там уже начинается с третьей части. И это огромное тоже средства, поэтому оно, я думаю, как минимум в ноль бы ушло, без разницы, там, в частных руках или в государственных, но чисто как это правильно сделать, вот это уже коалиция врачей, коалиция правоохранителей, юристов, и даже тех же придется, как ни крути, кто и борется с этой преступностью. Абсолютно, абсолютно. Я думаю, как это все вместе сделать, сейчас на сегодняшний день уже не готова ни правоохранительная система, ни медицинская система. Никто к этому не готов провести даже на уровне серьезного просто анализа. У меня такое ощущение. Хотя, ну, может, я ошибаюсь, может быть, на самом деле. Но, понимаешь, когда вот этот социально одобряемый алкоголь, как социально одобряемый наркотик, да, он существует, ничего же с этим не делают. Ну, ничего, какая борьба есть с алкоголизмом? И с этим. Я не знаю, по преступлениям, я же не думаю, что эта кривая там падает. Нет, всегда нарастало такое ощущение, что оно, наоборот, поощряется, особенно в такие сложные времена, как после 2020 года, где есть опасность для самого государственного аппарата, то там даже какие-то, как мы видели по новостям, льготы на продажи шли и все остальное, то есть побольше споить население. Давай-ка мы с тобой накроем уже суп, сядем и дождемся нашего третьего гостя. Окей. У нас с тобой не хватает третьего, и, наверное, он из тех людей, которые потенциально могли бы даже просто за произнесенное слово уже сесть в Беларуси. Поэтому хочу пригласить сюда, на этот стол, Михася Воронцова. Витаю. Привет, дорогой. Витаю. Добре. Присаживайся. Михась. Ты веган, поэтому тебе сегодня вот и веганский гаспачо. Класс, дякую. Да. Даже веганский черный хлеб. Вот вы и встретились. То есть, а могли ведь встретиться даже на допросе. Да? Но можно попробовать для начала суп. Окей. Да и вообще, походу, был есть. Вельмі смачний. Да. Ну, мне асабіста яна не вельмі падабаецца, таму я не палю. Але я за тое, каб мы вот легалайз Беларусь, за тое, каб все людзі маглі спажываць, што яны хочуць, і не толькі марыхуану. А что именно? О чем речь? Про все психоактивные рэчывы, любые. Нават То есть это грибы, ЛСД? Грибы, ЛСД, там альфа-ПВП, мефедрон, марихуана, спайсы, там опиоиды, что за угодно. А если цианид? Да, и цианид, конечно. Допустим, про спайсы, вот только что мы говорили, что такое, что спайсы, огромное количество всяких там побочек, там, когда люди там выходили в окна и так далее. То есть получается, что ты хочешь переложить ответственность полностью на потребителя, Не там уж так. как он выживет, не выживет. Не зусім так. Гэты працэс называецца дэкрыміналізацыя, калі мы дазваляем людзям захоўваць і спажываць. Але нельга просто так вот дэкрыміналізаваць усё і все. Вот трэба рабіць прыкладна як Партугалія, напрыклад. Калі яна гэтыя грошы, якія раней ішлі на забароны, на пакаранні, яна пускае на дапамогу людзям. Там стварылі спецыяльныя камісіі,
которые кожнаму чалавеку з праблемным спажываннем дапамагалі выбрацца з праблемнага спажывання. І гэта спрацавала. На мой взгляд, когда мы говорим про разные препараты, это разные все-таки препараты. Разные. Потому что если ты разрешаешь, допустим, ЛСД, то есть где уже там химические процессы пошли, то дальше пойдет набор препаратов, которые реально могут быть вредны для здоровья. Не то, что реально вредны для здоровья, а реально, которые могут убивать. Ну а чем крэк отличается? Тут насамрэч няма градацыі натуральная або хімія. Ёсць хімічныя рэчывы вельмі бяспечныя, як ЛСД, а ёсць натуральныя вельмі шкодныя, як там дурман ці беладон. Кто составляет перечень? Не ўпэўнены, хто складае пералік, какие-то камісіі ў палаты прадстаўнікоў, хутчэй за ўсё. У нас ёсць 5 спісаў, і па сутнасці вот, у пераліку наркотычных і псіхатропных сродкаў. І па сутнасці все рэчывы там дзеляцца на тыя, якія маюць медычнае прымяненне, і тыя, якія не маюць. Ну і за тыя будзе... Ну, ЛСД не имеет же медицинского... Ну, для Беларусі не, па беларускіх мерках. Але ў свеце мае. І з дапамогай ЛСД там лекуюць дэпрэсію, напрыклад. Ну, принамсі, проводятся такие исследования зараз. Что скажешь на это? Ну, здесь я оппонент, наверное, полностью. Во-первых, ограничивается не только для того, чтобы человек сам себе хочет вредить своему здоровью, хочет не вредить. Ограничивается в том, что он, потребляя подобные сильнейшие аппараты психотропного воздействия, он становится опасным для общества. Я помню несколько определенных конкретных случаев, где люди втроем вместе употребляли, двоим захотелось посмотреть, что у человека там внутри, допустим, они его вскрывают. Да. То есть это уже опасность для окружающих, и такие вещи, ну, как бы, на мой взгляд, непозволительны. Это один момент. А другой, часто вот такой тезис ходил: а пусть там посмотрят в лицо те, кто сажает этих молодых парней, матерям, которые садятся там на 12-18 лет. Был у меня один выезд, где по итогу вот все-таки, я говорю, что немного погибает человек, но все-таки был у меня один конкретный случай, где, по-моему, даже Спайса крыша настолько поехала, он снимал себя на телефон, то есть там понятно было, что крыша, видно, как мост плавится, то есть у человека прям на видео, с каждой тягой, во-первых. И закончилось тем, что он висел, извиняюсь, что за столом, но он висел на двери, повесился. И вот там глаза матери ты смотришь, когда ты выезжаешь группой, когда вся следственная группа, следователь, опер, эксперт, водитель, 4 мужика здоровых закрываются от матери, которая просто со звериным оскалом бегает по квартире, у нее белка, ну не белка, а у нее просто едет крыша, и она просто невменяемо носится до чуть ли не костей, стирает пальцы от двери, и вы все в ванной сидите, закрываетесь. Поэтому есть вещи, которые недопустимы и неразрешимы. И кто у нас потребитель основной? Это молодежь. И там 18-летний, он сам за себя отвечает. Я помню себя 18-летним. И, может, лет до 25, нифига ты за себя еще нормально не отвечаешь. Тебе хочется познать все, у тебя гормоны, у тебя вся жизнь впереди, и нету никаких как бы ограничений. И когда тебе вот такие вещи, они валяются под носом, и тебе хочется все попробовать, мы потеряем куда больше, чем теми, кто вот в заключении. Что, Михаил, ты скажешь? Ну, у меня есть 2 аргументы. Першае, чаму спайсы ўвогуле з'явіліся такія небяспечныя? Таму што забаранілі канабіс спачатку. Па-другое, людзі не хочуць паміраць. Людзі, якія спажываюць рэчы, яны не хочуць праблем сабе. І яны бы іх маглі пазбегнуць, калі бы маглі атрымаць сапраўдную адукацыю па гэтым пытанні, калі б у школе распавядалі праўду. Яны чуюць у школе хлусню, бачаць, што жыццё працуе не так, і думаюць, што все можна спажываць, што все бяспечна, і вот па выніку там заканчваецца дрэнна гэты час. Ну, рэдка, але заканчваецца. Ну, то есть праблемы, канешне, ёсць. Праблемы сур'ёзныя, не спрачаюся. Але з імі трэба не пакараннямі, не турмой змагацца, а адукацыяй, медыцынай. Ты пробовал цианид? Не. Спайсы? Да. Не спадабалася. Но я тады нават не ведаў, што гэта спайсы, просто ў кампаніі што перадавалі пакуль, я думал, ну тытунь ці што, паліў, аказалася штосьці дзіўнае. Если говорю о марихуане, я просто знаю, как человек, который пробовал, понимает, что это, как это работает.
Я могу сказать, что да, я за легализацию, потому что, ну, тем более не за то, чтобы подставлять людей под какие-то дикие сроки там и так далее, потому что для меня это просто типа, пиво попил, да. А вот если мы говорим про наркотики, которые тяжелее и которые могут изменять сознание реально в сторону агрессии особенно, то ну нет. То есть на самом деле алкоголь тоже то же самое творит с людьми на самом деле. Но тут вопрос, что из-за традиции и вот этого социального контракта, что мы это себе позволяем, то есть он, конечно, разрешен, да, но по большому счету это тоже та же история приблизительно. Потому что уж слишком много связанных преступлений не только в Беларуси, связанных с алкоголем. Уж слишком много, то есть перебор. Есть еще огромная разница, когда вы разрешаете это, и когда вы более-менее по-человечески относитесь к, скажем так, судебной системе и всему остальному. Разрешить такое, ну это, мне кажется, нету легализации подобной нигде. Ни в одной, наверное, стране мира нету такой легализации, это точно. И когда вот такое разрешается, это раздорье для всей этой контрабанды, всего остального. Это будет так внедрено в обществе. Плюс транзит через страну пойдет дикий совершенно. Это будет и рост любой преступности одновременно вместе с этим. Различного вида наркотики по-разному свою историю как бы приобрели. Одни создавали лекарственные препараты или вообще просто опыты какие-то химические. И производили различного рода скажем так, наркотические вещества. Это не тот, наверное, пример, к которому можно апеллировать. И, скажем так, в сухие времена сухого закона, когда запрещали тот же алкоголь и все остальное, понятно, что когда вот четко нет везде по всем направлениям, нет, нельзя, вас будут расстреливать и все остальное, рост все равно происходит, и это не искоренить. Но правильно было сказано, культура тысячелетий по употреблению алкоголя. И люди, во-первых, этот ген у себя выработали, который борется с ним. Если взять те лица, которые, даже в Чукотке, по-моему, там не подвигают ничего, как на них он воздействует. Все эти коренные народы. Да, как воздействует на нас. Аборигены, индейцы как бы в этим уничтожены. То есть это вино, это все алкоголь, хмель, он вырабатывался тысячелетиями, даже специальные, скажем так, расщепляющие вещества у нас образовались в плане эволюции. Это один момент. А здесь такой культуры близко нет, особенно к тяжелым. Если еще натурально, там те же индейцы в Америке употребляли, и у них, может, что-то там вырабатывалось, и они менее негативны к этому химвеществам, оно сжирает мозг моментально. И тут еще был бы очень полезен, наверное, врач. Он бы, наверное, рассказал зрителям от употребления какого-нибудь тяжелого, именно химически синтезированного наркотика, что творится за одну дозу от алкоголя, сколько у вас отмирает там нейронов и всего остального, и тяжелого наркотика. Там, мне кажется, в десятки, а может и куда больше раз больше. Проблемы во всем. Вот куда ни посмотри, во всем проблемы. А еще более комично и смешнее, если посмотреть, Лукашенко занялся велосипедным заводом или там по производству этих, мотоциклов. Завод там через 1,5 года, все, он полностью уже чуть ли не банкротствует, все, проблема. Занялся падением скота, тоже в 3 раза больше этого падения скота. Приехал на тракторный завод, это тракторный завод свои последние дни чуть ли не доживает. Он куда свой нос не всунул за эти... Последняя была айтишка, он сунул нос в айтишку, она расцветала, залез в нее. Ну, это знаешь, как был Мидас, который ко всему прикоснется и превращается в золото. Это антимидас, у него все говно, да. Ну, то есть, это, ничего не поделаешь. Такой у нас надо будет это, а сколько скрыто, сколько мы не знаем, во сколько мы поглощены в долги и во все остальное. Ну, честно, на мой взгляд, до легализации еще лет 10 пройдет, пока мы до нее просто тупо дойдем, если мы ее хотим сделать нормально. Как там в Лондоне. Если ты сейчас хочешь, то через 10 дойдет. А если мы откроем ход просто любой преступности и будет это с черного рынка все продаваться, все, что не 10-летнему ребенку, который не понимает, это там чупа-чупс или доза, не знаю, метадона какого-нибудь, то можно легализовать и в первые дни, как мы вернемся. А если с нормальным подходом,
первые будут гореть не эти проблемы. Но я Совсем. уже наблюдал это в Украине. Ты украинскую же знаешь так ситуацию? Наблюдал? Там якраз декриминализация. Там декриминализация, но они Как и в тут же России. все приостановились приостановили целый час процессов, которые шли, из-за того, что побоялись, что как раз начнется вот такая история. Не, ну у іх хаця бы захоўванне маленькіх колькасцяў для сябе спажыўцоў дэкрыміналізаваны, і гэта зроблена не просто таму, што там вот мы хочам дазволіць людзям там змяняць сваю свядомасць, а просто таму, што людзі тады не баяцца звяртацца па дапамогу да дактароў, калі яны ведаюць, што яны не сядуць просто за то, чтобы пазваняць у хуткую. Гэта я маю на увазе, калі кажу дэкрыміналізацыя. Это не значит, что будзе дазволена прадаваць и все такое. Да, я понимаю, о чем речь. Там в пипетке остаточно осталось, засчитывают, что хранение, и всех сажают. В принципе, с этим я согласен. Где-то... Ну, это те же подставы, да. Подставы, это очень сложно разграничивать. Это как-то надо рассматривать. И это нават не легализация далекая, это просто декриминализация маленьких колькостей. То есть это... Ну да, но это на самом-то деле могла делать любая власть. То есть, потому что это вообще на самом деле ни о чем. Но это как раз спасает людей, да, от этих, вот я говорю, актер там за один косяк 2 года. Ты 2 года теряешь молодой жизни на чем, ни на чем. И главное, что потом он все равно может продолжать курить или не курить. Ну, если мысль, наверное, довести правильно, как 0,3 промилле алкоголя. То есть допустимо. Где-то ты там 3 дня назад, 2 дня назад употреблял, или там кваса выпил и все остальное. Если сделать 0,00, то начнут в нашем государстве как относятся к этому всему, начнут так палку перегибать, что... У нас на квасе сколько народу потеряло права, да? То есть, как бы это, да. То есть в этом логическое зерно есть, это надо смотреть, эти подходы. Но я скажу, что я не самый лучший специалист в этой сфере, я не занимался расследованием наркотических. Ну, еще и один из факторов того, что мы пожали в итоге от этого закона, это как их дискриминировали всех, кто за наркотические средства, вот эти нашивные бирки. Это пошло, желтые бирки на политзаключенных, это пошло именно от тех, кто был осужден за наркотические преступления, то есть вот к ним именно относились особенно до 2020 года. И у них были нашивки? У них были своего рода нашивки, я не знаю, там то ли белого цвета, то ли какого. Михаил, расскажи про вот с точки зрения там... защиты, скажем так, препаратов, если говорить про медицинскую... Нет, я имею в виду вот медицинский каннабис. Что это вообще за проблема? Как она решается вообще? Где решается? Медицинский каннабис много где дазволены, и нават дастаткова дазволіць не психоактивный каннабис, который вот без ТГК, что называется КБД. Вот. Нават такі каннабіс у Беларусі забаронены, хаця ён, напрыклад, вельмі дапамагае дзецям пры эпілепсіі. Ёсць і іншыя прэпараты, якія дапамагаюць пры эпілепсіі, але яны даюць больш побочак. А вот КБД дае мінімум побочак, и как бы дети у Беларуси позбавлены такой махчимости. Но ведь он же, а почему его нельзя, если он бесполезен для наркоманов? Пытанне до наших законодаўцаў, тому что у нас у пераліку наркотычных сродкаў ёсць там пункт з ТГК, вот, психоактыўным рэчывам, і ёсць асобны пункт, што лісце і суквецці канабісу просто забаронены, любыя. І все. Ну да. Але насамрэч психоактыўных сродкаў, якія моцна дапамагаюць у медыцыне, хапае. Напрыклад, зараз вельмі моцна развіваецца псіхадэлічна асіставаная тэрапія, якая ратуе людзей, которым нічога не дапамагло, которые змагаюцца дзесяцігоддзямі са сваімі дэпрэсіямі, ПТСРамі. І таксама такі даследаванні не можна праводзіць у Беларусі, таму што просто забаронена. Гэтыя рэчывы не ўваходзяць у спіс рэчываў, якія дазволены для медыцынскага выкарыстання. Я помню, как в пору моей молодости люди, которые сидели на препаратах на самых разных, они, например, выкупали салутан. Салутан, который был каплей для носа. И это выкупалось ящик. Если появляется в аптеке ящик, то директору дают там на лапу и забирают весь ящик, потому что из этого вырабатывают эфедрин. И очень простым методом. И это было просто... А потом выяснилось, что в новинках просто врачи просто торговали эфедрином, как картошкой. И ты такой, блин, вот это было такое нетронутое общество, да, оно еще не понимало, что это вообще, что салутан, что капли для носа
2020 году. Чему бы ты был рад? Каким первым мерам? Мы целый документ огромный написали про вот меры першие без радикалізму, якія трэба прымяніць. Гэта рэформа, дэкрыміналізацыя маленькіх колькасцяў для ўласнага спажывання. То есть декриминализация это не значит зусім без покарания, это значит административное покарание. То есть все одно люди как бы боятся, будут бояться штосьці спажываць, але не будуць бояться звяртацца по дапамогу. Другое гэта рэформа адукацыі, каб казаць всім на всіх слоях правду, просто не пужалкі і не то, што все бяспечна, а збалансаваную навуковую інфармацыю, вот як яно ёсць. Медыцынскае выкарыстанне, так. То есть дазволіць канабіс для медыцынскіх даследаванняў і выкарыстання, некаторыя псіхадэлікі. Дарэчы, цікава, што ў Беларусі зараз, напрыклад, легальны марфін. Ён легалізаваны для медыцынскага прымянення. Это таксама легалізацыя. Потому что, допустим, у меня была проблема с камнем и в почках, и меня морфином вытащили и в Нью-Йорке, и здесь, в Варшаве. И я не знаю, потому что это боль 10 из 10, ты сходишь с ума, и если бы не это, то я вообще не знаю, что делать с этим. Ты стал залежным от опиоидов? Нет. Я, знаешь, с геями общаюсь, и как не заразился тоже. То есть у меня как будто все нормально. В смысле, я не меняюсь. Вось, добрый прыклад. І цікава, што такія моцныя рэчы, як марфін, легалізованы как бы для медицины. На самом деле, да. Меньше законы не легализованы для медицины. В этот момент ты думаешь об удовольствии, ты просто думаешь о том, как тебе спастись от этой дикой боли, потому что ты, как врач, так, знаешь, хладнокровно в Нью-Йорке посмотрел, сказал: это как выстрел в живот. Успокоил как бы. Да? Это очень больно. Первый пункт: изучаем чужой опыт, интегрируем его к себе. Или просим специалистов, которые помогут нам вместе в связи с нашими различного рода людьми. И большинство их реально будет находиться внутри Беларуси, потому что огромная масса там. И многие не вернутся. І внедряем это уже вот таким образом. Только так. Дарэчы, што яшчэ трэба зрабіць, гэта пераглядзець все справы по наркоартикулах 327, 332. В принципе, не спорю. Так же, как, допустим, есть высказывание, что из 2020 года надо будет пересматривать практически все. Какой вкус вам дарит счастье, ощущение счастья? Черешня. Да, почему? Мне так сам черешня подобается. Не знаю, я у бабушки на заборе, вишня вообще больше на самом деле. У бабушки на заборе до сих пор помню, как я малой по этим заборам лазил, все остальное, и у него около всего забора чисто вишня росла. Вот одно дерево за другим, и я только лазил по ним. Весь красный, весь помазанный, вся одежда в этом, но я не слазил, я ел на последнем. То есть вот это такой кисло-сладкий вкус, он на всю жизнь. У меня так. Да, у нас таксама расла вішня збольшага, а ў суседзей чарэшня. І чарэшня это такі салодкі плод недасяжны. Спасибо. Калі ласка. Парадоксально, в стране, которая испытывает проблемы с независимостью, бороться с зависимостями. Так случилось, что зависимости делают людей слабее. Я категорически против них. Но мне кажется, что вот эта проблема власти, которая пытается поганить жизнь людей, это тоже зависимость. Зависимость власти от наших жизней и от того, чтобы делать их хуже. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сначала исправили эту зависимость, а с остальными поэтому нам придется бороться гораздо легче.